Золото – благородный металл желтого цвета. Мягкое от природы, золото плавится при температуре 1065 градусов по Цельсию. Золото обладает высокой тепло- и электропроводностью, поэтому им покрывают контактные группы в электронике. Золото обладает непревзойденной пластичностью. Одну унцию золота, 28,35 грамма, можно растянуть в проволоку длиной 80 километров и толщиной в 1/10 человеческого волоса. Натуральные золотые нити используют в ткачестве и для вышивки. Золото обладает большой плотностью. Килограмм чистого золота – это шарик диаметром всего в чуть более 4,5 сантиметра. Золото объемом со спичечный коробок хватит, чтобы покрыть позолотой площадь с теннисный корт. Из-за своей мягкости золото подвержено сильному абразивному износу. Если всю жизнь носить золотое кольцо высокой пробы, через несколько десятилетий оно станет вдвое тоньше. Шерстяные ткани способны аккумулировать частички золота. Есть байка, как один французский кассир при подсчете золотых монет использовал в качестве подложки неизменно новую суконку. Придя домой, он сжигал сукно на сковородке и в результате накопил несколько граммов драгоценного металла. Золото является редким металлом. Некоторые ученые предполагают, что до 80% всего золота Земли находится в ее раскаленном ядре. Между тем известно, что один только астероид Эрос содержит больше золота, чем было добыто на Земле за всю историю человечества. Золото встречается повсеместно. Если в течение нескольких десятилетий собирать все золото, распыленное в окружающей среде человека, то к концу жизни можно отлить кубик весом в несколько граммов. Более 7000 лет назад люди стали добывать золото и медь. Однако 3/4 имеющегося сегодня золотого запаса добыты всего за последние столетия. 150 лет назад в Австралии на глубине всего 5 сантиметров был найден самородок желанный незнакомец весом в 70 килограмм. Большая же часть металла, добываемая старателями, представляет собой песок мелкой фракции. На сегодняшний день лидером по добыче золота является Китай. За всю человеческую цивилизацию добыто примерно от 150 до 200 тысяч тонн золота. Это равносильно кубу со сторонами менее 21 метра. Самый большой запас золота находится в США – 8133,5 тонн. Для сравнения, запас России составляет 726 тонн. Золотые слитки обычно отливаются в произвольные формы. Однако остроумные швейцарцы придумали лить золото в форме привычного всем шоколада. Каждая из золотых долек такой отливки весит 1 грамм. Отломить ее от массива не составляет труда. Подобным образом швейцарцы отливают и серебро, и платину, и палладий. В 1 кубическом литре морской воды содержится 0,08 мг золота. Учитывая весь объем воды в мировом океане, вес золота, который теоретически можно из нее извлечь, достигает потрясающей цифры – 10 миллионов тонн. Из этого золота можно было бы отлить куб с высотой сторон 800 метров. Содержание золота в пепле, образующемся от сжигания сухого осадка канализационных отходов японского города Сува, более чем в 50 раз выше аналогичных показателей лучших золотоносных шахт. Специалисты объясняют этот факт тем, что в городе расположилось много заводов электроники, при производстве которой широко применяется золото и золотосодержащие сплавы. Установки по извлечению драгоценного металла уже работают. Создавать искусственное золото из свинца и ртути человечество научилось несколько десятилетий назад. Однако технология ядерного синтеза непроста, дорога и энергоемка, поэтому даже в наше время добыча золота ведется по старинке. Латинское слово «аурум» означает «желтое» и родственно с авророй, утренней зарей. У перуанских инков золото считалось священным металлом бога солнца. Оно было предназначено для жертвоприношений, из него изготовлялись различные украшения, фигурки, троны великих инков и предметы обихода. Египет среди древних государств с точки зрения истории золота занимает особое место, так как он располагал собственной сырьевой базой для его добычи и сумел создать у себя самую крупную в древнем мире золотодобывающую промышленность. Поэтому Древний Египет можно считать с полным основанием первым золотодобывающим государством.
В Библии в алфавитном указателе всех встречающихся в ней имен и слов золото упоминается 415 раз. Древние греки считали золото продуктом непостижимого смешения воды и солнечного света и полагали, что этот процесс постоянен, а количество образующегося металла безграничен. Первые монеты из сплава золота и серебра стали чеканить лидийцы в середине VI века до нашей эры. Ими же было изобретено явление розничной торговли через специализированные магазины. В ранний период истории Древнего Рима золотые ювелирные украшения были редкостью. Закон разрешал носить золотые кольца лишь представителям высших классов. По мере завоевания римлянами новых земель на Востоке, богатых золотом, украшения становятся более частым явлением. Среди римлян стали популярны броши, браслеты, печатки и другие изделия, выполненные из золота. В средневековой Европе золотые ювелирные изделия могли носить только короли, дворяне, священнослужители высшего ранга. Также драгоценности из золота могли себе позволить уважаемые крупные торговцы. Золотые украшения опять, как и в Древнем Риме, становились символом власти. Они точно соответствовали статусу и достатку своего владельца, указывая на его социальное положение. В средневековой Европе существовала определенная процедура введения вассала во владение определенной территории земли, передачи ему должности или сана, во время которой ему вручался символ власти – золотое кольцо. В XIII веке в большинстве средневековых государств был принят закон, согласно которому простолюдинам запрещалось носить на себе золото. В организме взрослого человека содержится около 10 мг золота, примерно половина от этого количества сконцентрирована в костях. В зубоврачебном деле золото используется уже тысячи лет. Древние египтяне за 2000 лет до нашей эры меняли и скрепляли зубы с помощью золотой проволоки и пластин. Больше всех лечебного золота потребляют врачи Америки. Каждый год они расходуют не менее 13 тонн благородного металла на изготовление пломб, протезов и коронок. По утверждению Каирского центра научных исследований, с помощью наночастиц золота удалось остановить рост раковых клеток. Сейчас ученые проводят клинические испытания на животных, а потом планируют начать испытания на больных людях. Как считают специалисты, использование наночастиц золота способно сыграть решающую роль в терапии раковых заболеваний. Золото уже в течение многих десятилетий успешно используют при лечении ревматоидного артрита. Это лечебное свойство золота обнаружил француз Жак Форестье в 1929 году. Многие эксперты считают золото одним из наиболее эффективных препаратов для снижения воспаления в суставах. В последнее время клиники пластической хирургии по всему миру все чаще предоставляют услугу золотого армирования лица и тела. Под кожу лица и тела вживляют тончайшие, не более 0,1 мм, золотые нити из чистого золота. Эти нити стимулируют обменные процессы в коже, ускоряют синтез эластина и коллагена, которые придают коже упругость и расправляют складки и морщины. В Японии, по традиции, тонкую золотую фольгу добавляют в чай или саке, делая напитки полезным для здоровья, а в Индии золото принимается в форме порошка или таблетки. Во Франции золото добавляют в лучшие сорта шампанского, подчеркивая тем самым благородное происхождение марки вина. Съедобное золото совершенно безвредно для организма человека, поскольку это инертный металл. Золотые тонкие листики, пылинки в виде блесток и порошок в пищевой промышленности отнесены к добавкам и имеют обозначение Е175. Самый дорогой в мире десерт Frozen Oat шоколад стоимостью $25 тысяч представляет собой застывший шоколад с золотом самой высокой пробы. Первые медали для победителей Олимпийских игр отливались из чистого золота. Сегодня они делаются из серебра с золотым напылением. Самыми популярными золотыми монетами в истории являются венецианские золотые дукаты чеканки 1284 года. Их с неизменными весовыми характеристиками и содержанием золота выпускали в течение 5 столетий, вплоть до прекращения существования Венецианской республики в 1797 году.
В нацистской Германии было запрещено принимать Нобелевскую премию после того, как в 1935 году премию мира вручили противнику национал-социализма Карлу фон Осетскому. Немецкие физики Макс фон Лауэ и Джеймс Франк доверили хранение своих золотых медалей Нильсу Бору. Когда в 1940 году немцы оккупировали Копенгаген, химик де Хевеше растворил эти медали в смеси соляной и азотной кислот. После окончания войны де Хевеше экстрагировал спрятанное в царской водке золото и передал его Шведской Королевской Академии Наук. Там изготовили новые медали и повторно вручили их фон Лауэ и Франку. Золото – полноправный космический материал. Оно используется для защиты космических кораблей и скафандров от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Отправленная на Voyager в 1977 году пластинка с посланием для инопланетян покрыта золотом для предохранения от эрозии под действием космической пыли.